Хайырлы күн, hürmetli абитуриенттар. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я декан факультета башкирской филологии Хусаинова Лейля Медхадовна. Расскажу вам о вступительном испытании по программе магистратуры «Сравнительно-сопоставительное языкознание». Экзамен проходит в дистанционном формате. Вам нужно будет ответить на тестовые задания и написать реферат по теме научного исследования. Всего 25 тестовых заданий вам будет предложены. По каждому направлению можно будет набрать 50 баллов. В сумме максимальное количество баллов это 100. Но чтобы пройти успешно, вам нужно набрать минимум 50 баллов. На это испытание дается всего 60 минут. И особо хочется обратить ваше внимание на то, что у вас только одна попытка. Тестовые задания даны по разделам языкознания. Это разделы вы видите на слайде. Всего 5 разделов. Первый раздел – языкознание или лингвистика как наука о языке. Второй раздел – язык и общество. Третий раздел – функции языка. Четвертый раздел – классификация языков. Пятый раздел – язык как система и структура. Как было сказано, экзамен проходит в дистанционном формате. Особо хочется обратить внимание на следующее. Первый вход через логин и пароль отправлены на электронную почту. Особо хочется обратить ваше внимание на то, что иногда письма уходят в спам, поэтому большая просьба смотрите папку «Спам». Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Уважаемые абитуриенты, значит, заранее вам нужно будет подготовить ваш паспорт. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. И напоминаю, у вас есть одна только попытка. Далее на слайде вы видите расписание вступительных испытаний, где можно будет посмотреть. Заходите на сайт приемной комиссии, ссылка здесь указана, и находите вкладку магистратура и далее смотрите расписание консультаций вступительных испытаний магистратуры на текущий учебный год. На факультет башкирской филологии сдаете экзамен в те дни, которые указаны на слайде. Экзамен у нас комплексный. По направлению сравнительно-сопоставительное языкознание проходит 11 августа. До этого, 10 августа, можно будет просмотреть консультацию, запись консультации. Несколько дат здесь указано. Это с чем связано? Если вы подали документы с 20 июня по 6 августа, значит вы будете сдавать 11 августа. Время с 10 до 10 вечера. Резервный день для вас это 17 августа. 17 августа вы сможете сдать экзамен с 10 до 5 вечера. Если же вы подали документы после 7 августа, то у вас экзамен пройдет 18 августа, тоже с 10 до 10 вечера. И резерв для вас это 21 августа. 21 августа вы сможете сдать экзамен с 10 утра до 5 вечера. Всех, наверное, волнует вопрос, как подготовиться к сдаче вступительного испытания. Все требования указаны в программе вступительных испытаний. Вы заходите на сайт приемной комиссии по ссылке, находите вкладку «Магистратуру» и далее выбираете программу вступительных испытаний по нашей программе. Напоминаю, программа «Сравнительно-сопоставительные испытания». Извините, «Сравнительно-сопоставительное языкознание». Программа вступительных испытаний включает общие требования. Здесь даны и разделы, по которым нужно будет подготовить. И самое главное, здесь дана литература, рекомендуемая литература, по которой вы можете подготовиться к нашим испытаниям.
На слайде видите примерные задания. Здесь задания даны на башкирском языке. Тем, кто пока не владеет башкирским языком, можно будет предложить вопросы на русском языке. Как было сказано, второй этап – это подготовка реферата. Реферат готовится по темам. Выбор темы, проблемы здесь вот расписано. На следующем слайде даны примерные темы. Это скорее направление, но тем не менее ваша работа должна соответствовать вот этим направлениям. То есть мы готовим, просим рефераты по языкознанию. Критерии оценивания реферата также даны в нашей программе. Особо обращаем внимание на актуальность темы, новизну, самостоятельность в постановке проблемы. Также обращаем внимание на ту литературу, которую вы использовали. Здесь тоже требования указаны. И это научная работа, поэтому научный стиль и оформление должно быть по требованиям. Будьте внимательны, чтобы не было орфографических, пунктуационных ошибок. Все это влияет на общую оценку реферата. И на последнем слайде даны контакты. Здесь указана моя фамилия Хусейна Лимитхатовна. Я указала свою личную почту. Адрес личной почты можете написать, если остались у вас вопросы. Указала здесь телефон, где есть WhatsApp и общие контакты. Это ссылка на сайт Акмолинского университета и раздел абитуриенты. Это уже конкретно вам, уважаемые абитуриенты. От всей души желаю, чтобы вы успешно выдержали испытания и стали студентами нашего факультета башкирской филологии. Успехов! Умыштар! Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмолы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения.
В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.